разом лает сердце у моря огромным, Твоею сетью життя і правди. Ісусе, кличеш ти за собою, сьогодні ім'я моє тихо промовив, я покину свой на березе човен и с тобою распашну новую луг. Я покину свой на березе човен и с тобою распашну новый луг. Молюся за Тебе, Беларусь, за Твоих дочок и сынов, как была помеж нами любовь. Я молюсь до Бога и прошу, хай прийде до Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божия радость войде в наши сердца. До Бога любовь и доброта, Христова любовь. И хоть тяжкие дни існують, і шмат злого есть між людьми, Божа край наш прошу, не покинь, заховай от счастья и греху. Хай прийде до Тебе Божие Слово, хай сиде на Тебе, Божия радость войде в наши сердца. До Бога любовь и доброта, Христова любовь. Благословенное володарство Отца и Сына и Святого Духа, теперь завсёды и на веки веков. Аминь. Упокой Господу помолимся. Господи, смилуйся. За спокой, возвышение, избавление душ наших, Господу помолимся. Господи, смилуйся. Спокой на всем свете, добрый стан святых Божьих церковь, и святые все, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За святую церкву, и ты, что с верой, пошану и страхом Божьим воходите, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За нашего сосвятного епископа Францишка Бакуримского, достойного архипастора Леонарда Богородного, владыку нашего архивандрита Сергея, пошестных святород, диаконов Христе, все духовенство, иди, Господу помолимся. Господи, смилуйся. За Богом стереженную краину нашу Беларусь, за уратное жнилады войска и весь белорусский народ за стойкостью веры, мужностью выпробования,
и верность своему народу всех нас, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За всех городей, крайне за верных людей, что живут в тебе, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Доброе надворье, богатый урожай плодов земных и зашосы спокойные, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За подорожников поморы, земли поветры, за недужих, что терпят, за изневоленных избавлений, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Так нам выбавиться до всякого гневу, сумму, недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, жалься, избав, и стережи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на и святую, всечистую и благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за всякую Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай вам. Тебе, Господи. Належится всякая слава, пошанное поклонение Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебе завсёды и на веки веков. Аминь. Благослови душа моя Господа, благословенный Ты, Господи. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое хай славить имя святое Его. Благослови душа моя Господа, и не забываю всегда добродействовал Его. Его начищаю с тебя шествия Твои, и оздоровляю все немочи Твои. Щедрый Бог и милосердный, долготерпливый и богатый на ласку. Благослови душа моя Господа, и все нутро мое, хай славить имя святое Его. Благословенный Ты, Господи. Яше упокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступись, сжалься, избав, и сторожи нас, Боже, лаской Твоею. Господи, смилуйся. Вспомянувши на и святую, всечистую и благословенную, славную подарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию, и всех святых сами себе один одного, и все житие наше Христу Богу отдай вам. Тебе, Господи. Твоя есть держава Твоего владарства и силы, слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь завсюду и на веки веков. Аминь. Хвали, душа моя Господа, прозу всю життю мою буду хвалить Господа. Буду песням славить Бога моего, покуль буду жить. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Одинородный Сыне и Слово Бога, Ты несмяродный, деля наше разбавление захотел принять тело от Святой Богородицы и завсёды Девы Марии.
зазнавши змены, стался человеком. Ты был укрыжованный, Христе Божия, смертью изнищивший смерть, будучи одним со Святой Троицы, ровным славой Отцу и Святому Духу сбал нас, сбал нас. Яше с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избав, и стережи нас, Боже, ласкою Твоею. Господи, смилуйся. Воспомянувши на святую, всечистую, благословенную, самую подарку нашу Богородицу, и за всюду Деву Марию и всех святых, сами себе один одного, и всю житию нашу Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Вот и добрый человеколюбный Бог, и Тебе слава Твоему Отцу и Сыну и Святому Духу, Тебе завсюду и на веки веков. Аминь. Увладар свекаим, успомни нас, Господи, счастливые Боги духом, бо их есть владарство небесное. Счастливые те, что тужат, бояны утешатся. Счастливые тихие, бояны отримають успадщину землю. Счастливые те, что мают голод и смогу справедливости. Бояны насытятся. Счастливые милосердные, бояны выдают милость. Счастливые чистые сердцем, бояны убачать Бога. Счастливые миротворцы, бояны будут зваться сынами Божьими. Счастливые те, кого проследуют за правду, бо их есть владарство небесное. Счастливые вы, коли вас крыльят и проследуют, и кажут всякую неправду на вас делямяне. Радуйтесь и тешьтесь, бо нагорода ваша в небе великая. Мудрость, устаньте. Придите, поклонимся и припадем до Христа, Сыне Божий, что воскрес из мертвых, звал нас всякие, пяем Тебе. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Ты снищил крыжом Твоим смерть, отчинил разбойнику рай. Мироносицам блажна радость переменил, и
и апостолам загадал проповедовать, что ты воскрес Христе Божьем, даруешь и свету богатствия Твоего змилования. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Смерть немає больше лади над людьми, бо Христос зышелши вниз, знищив єйную моць. Пекло связанное путами, и пророки в радости обвящают тем, кто помер у веры, что з'явився збавця и кажуть, выйдите верне на воскресение. Теперь завсёды на веки веков. Аминь. Опекунка христиан беззаконная, ходатайница до Творца незаменная, не погоди молениями грешников, аллея добрая, спешно приди на подмогу нам, якие кричат тебе доверливо, падшую хутко молитвы, отгукнися на просьбы Богородица, надельная заступница тых, что шануют Тебе. Вот и святый Боже наш, Тебе слава отдаем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды на веки веков. Аминь. Святый несмяротный, сжалься над нами. Святый Боже, святый моцный, святый несмяротный, сжалься над нами. Будьмо уважливі, мир усім. И Твоему Духу. Мудрость. Прокимя, Господь силу людям своим дає, Господь благословляє людей своих с упокоем. Господь силу людям своим дає, Господь благословляє людей своих с упокоем. Отдайте Господу, сыны Божии, отдайте Господу славу и пошану. Господь силу людям своим дає, Господь благословляє людей своих с упокоем. Господь силу людям своим дає, Господь
послание святого апостола Павла до Коринтянам. Слухаємо вашого. Закликаю вас, браты, деля имя нашего Пана Иисуса Христа, как усе вы говорили одно и то ж, и как не было помеж вами раскола, але как мели едность в думках и познании. Бо от людей крови я доведуся, браты мои, что возникает помеж вами спречки. Я ж повторяю тое, что кожен из вас скажет: я Павла, я Аполлоса, я Кефаса, а я Христа. Хіба поділився Христос, хіба Павел був укрижований за вас, або ці у ім'я Павла ви були хрещені. Дякую Богу, що я нікого з вас не хрестив, а проча Криспа і Галя. Как не сказал кто, что у мое имя было хрещено, а хрестил я так само дом Стефана, а те хрестил я ще кого, не ведаю. Христос послал меня не хрестить, але обвещать Евангелие, и не мудростью слова, как не зробить марным Христового скрижа. Для тих, хто гине, слово об крижі – це глупство, але для нас, які збавляємося, це моц Божия. Вип'єш, Танік. І твою духу, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя. Доброе славит Господа, и пусть хвалу имя Твоему Всевышний. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Возвещать раницы милосердность Твою и правду Твою в ночи. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Мудростью станьте, будем слухать Святое Евангелие, мир усім. И Твоему духу. Читание Святого Евангелия поводле Матфея. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. У той час, слухаємо уважливо, у той час убачив Ісус мноство людей і пошкодував їх, і оцалив їхніх хворих. Коли ж настав вечір, приступили до Його вушні Його і сказали: «Пустельная тут мясціна, і час ужо поздній. Отпусти людей, каб яны пайшлі ў паселішчы і купілі сабе ежы». Але Ісус сказаў ім: «Яны не маюць патрэбы ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «У нас тут толькі 5 хлябоў і 2 рыбіны». І он сказаў: «Прынесіце мне іх сюды». І загадаў народу, узлегшы на траву, і, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбіны, узвёў вочы на неба, благословіў, пераламіў і даў вучням, а вучні народу. І елі ўсе, і насыціліся, і набралі рэшты кавалкаў 12 кашоў поўных. А тых, што елі, было каля 5000 чалавек, акрамя жанчын і дзяцей. І адразу прымусіў Ісус вучняў сваіх увайсці ў лодку і выправіцца раней за яго на другі бок, пакуль ён адпусціць народ. Слава Табе, Господи, слава Табе. Слава Ісусу Христу! Дорогие браты, сестры, сябры, Евангелие прапануе нам сёння разважыць гісторыю пра тое, як Ісус размножыў 5 хлябоў і 2 рыбіны.
гэтую евангельскую гісторыю мы сустракаем у першых 3 синаптычных Евангелиях, але таксама і ў Евангеліі паводле Яна. І вось, як разумець гэты цуд, які чыніць Господ. І вядома, што на працягу стагоддзяў па-рознаму тлумачылі гэты фрагмент Евангелия. Папа рымскі былы, Бенедыкт XVI, на пенсіі, ён гаворыць, што гэты фрагмент Евангелия пра памнажэнне хлябоў трэба абавязкова разглядаць у канфрантацыі з аднаго боку Майсея і з другога боку Ісуса. Што Ісус – гэта новы Майсей, толькі лепшая ягоная версія. Так можна было б сказаць. Што Майсей у пустыні накарміў людзей. Памятаем, што там была манна нябесная. А тут у пустыні Ісус таксама накарміў людзей, але яшчэ ў больш дзівосны спосаб. Давайте все ж мы трошки заглыбимся ў гэтую евангельскую сцэну. Давайте мы самі сабе уявім, што мы знаходзімся сярод таго натоўпа, які аточвае Хрыста. Мы доўгі час ішлі, мы зайшлі ў пустыню, сонца спякотнае, так як сёння, а можа яшчэ гарачэй. Мы слухаем Ісуса, але прыходзіць час, калі трэба і падсілкавацца. І вось аказваецца, што людзей шмат, а ежы мала. Давайте спачатку разбярэмся, колькі было чалавек. Ведаем, што ўжо пасля цуда евангеліст Мацвей нам пра гэта гаворыць, было накормлена каля 5000 чалавек, акрамя жанчын і дзяцей. 5000 чалавек. Гэта значыць, калі мы возьмем пад увагу яшчэ і дзяцей, а сем'і былі ў тыя часы лічныя, ды яшчэ жанчын, гэта значыць лічбу 5 можна памножыць смела на 2, то колькі ў нас чалавек атрымаецца? Хто можа падлічыць? 10 000 без дзяцей. 10 000 без дзяцей, а з дзецьмі? У 20, а некаторыя кажуць, што і ўсе 40 000. І вось вучні Ісуса, яны апынаюцца ў такой, так бы мовіць, экзістэнцыяльнай сітуацыі. А гэта складанае слово азначае, што яны апынаюцца на мяжы жыццёвай, калі яны не ведаюць, што рабіць. Не ведаюць, што рабіць. І ведаем, што в Евангеліі паводле Яна адбываецца дыялог. Які дыялог? Хто памятае? Паміж Ісусам і яго вучнямі. Ісус выпрабоўвае сваіх вучняў і кажа, а што нам рабіць? І тады некаторыя кажуць, у нас толькі 200 дынарыяў, вось, і на 200 дынарыяў нават маленькага кавалку хлеба не купіш, каб накарміць хаця б аднаго, каб усім дасталося хаця б па маленькаму кавалку, які мог бы іх насыціць. Таксама можам тут лічыць 200 дынарыяў. Такая лічба прагучала з вуснаў вучняў Ісуса Хрыста у Евангеліі паводле Яна. І вось 1 дынар – гэта плата працаўніку за 1 дзень. На нашы грошы хай гэта будзе 25 рублёў. І 25 рублёў памножыць на 200, хто хутка лічыць? Колькі гэта будзе? 500. Колькі на 500 рублёў можна купіць? Калі рубль буханка хлеба, умоўна? 500 буханак.
І вось гэта сапраўды маленькая лічба, таму што людзей было значна больш. Вось. І ведаем, што евангеліст Мацвей распавядае такую сітуацыю, што ўсё ж такі вучні знаходзяць 5 хлябоў і 2 рыбіны. Але адкуль яны гэта бяруць? Пра гэта нам распавядае больш дакладна евангеліст Ян, які гаворыць, што быў маленькі хлопец, які меў 5 хлябоў і 2 рыбіны. І грэцкая мова нам гаворыць пра тое, а ў грэцкай мове ўжываецца асаблівы тэрмін, што не проста хлопец, але хлопчык, малы хлопчык. Гэты хлапец меў прыкладна 7 год. Хто тут мае 7 год? Тимофей, ты маеш 7 год? Вось. Данік, ты колькі маеш год? 10? Дык вось, ён быў такі хлопец прыкладна, як нашы дзеці, як Тимофей ці Данік. І звычайна у пабожных кніжках малююць хлопца з вялікім такім кашом, у якім 2 такія велічэзныя рыбіны і 5 вялікіх хлябоў. Але, зноў жа, калі мы даследуем тэкст па-грэцку, то мы сустракаем наступны выраз. Артос, хлеб, артос, критинос. Гэта значыць ломкі хлеб, кругкі хлеб. Гэта быў ячменны крэкер. 5 ячменных крэкераў. Хто тут любіць здаровы лад жыцця і купляе хлебцы ў супермаркеце? Вы ведаеце, што такія бываюць хлебцы. І вот гэта было 5 хлебцоў. 5 хлебцоў. Хутчэй за ўсё такіх круглых, такіх, кругкіх. І 2 рыбіны, а яны былі невялікія, бо па-грэцку гэта опсаріон. Невялікая рыбіна, і не кажуць, што яе можна было параўняць з сардзінай. Сардзінай або з мойвай. Ведаеце такія рыбіны? Хто купляе кату свайму мойву? Ці што там? Таму, што я хачу сказаць? Бацькі далі хлопцу 7 год ежу, каб ён зрабіў сабе канапку. Вось, 5 крэкераў і 2 маленькія рыбіны. І вось тут Ісус, вучні яго бачаць, кажуць, не, чакай, давайте занесем гэтую канапку Ісусу. І менавіта дзякуючы гэтай канапцы былі накормленыя 5000 мужчынаў, ну і, як мы ўжо сказалі, каля 40 000 чалавек насамрэч. І уявіце сабе, што калі б цяпер там Данік ці Тимофей сустрэў Ісуса, даў бы яму канапку, і ён бы на ўсё жыццё запомніў гэтую падзею, што сядзіць велічэзны натоўп пустыні, і дзякуючы яго канапцы былі накормлены гэтыя людзі. І вядома, што мы з гэтага можам зрабіць выснову. Якую? Што Господ прымае ад нас самы дробны дар і карыстаецца гэтым дарам, гэты дар памнажае. Гэты хлапец мог з'есці гэту канапку сам і меў на тое права. Вось. Не ведаем, наколькі ён усведамляў сабе, што ён робіць, аддаючы гэты хлеб і гэтыя 2 рыбіны Ісусу, яго вучням. Але, напэўна, гэта была падзея для яго і для ўсіх прысутных, што ўжо казаць. І таксама і мы пакліканы у нашым штодзённым жыцці шукаць гэтую невялічкую канапку, якую мы маглі бы прынесці Господу. Не шукаючы свайго добра, але добра іншых людзей, бо менавіта тады гэта працуе.
такія цуды здараюцца, калі мы шукаем добра іншых людзей, калі мы бярем свае мінімальныя высілкі і ахвяруем іх іншым. І вось тады адбываецца цуд. Господ робіць памнажэнне хлябоў, памнажэнне тых дароў. І мы робімся наяўнымі сведкамі гэтага цуду, калі Господ благословляе праз нас іншых. Хай Господ дае нам такую ласку знаходзіць у сваім жыцці гэтыя 5 хлябоў і 2 рыбіны. Амінь. Скажем все разом, все души, все думки наши, скажем. Господи, смилуйся. Господи, всемогутный Боже, Отцу наших, молимся Тебе, пошуй нас и zmiłuйся. Господи, смилуйся. Zmiłuйся над нами, Боже, погоды, Твоей великой милосердности, молимся Тебе, пошуй нас и zmiłuйся. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за святого отца нашего Всесветного епископа Францишка, Папу Римского, достойного архипастора Леонарда, богатого владыку нашего архимандрита Сергея и всех во Христе, братов наших. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Яше молимся за Бога, стероженную краину нашу, Беларусь, за ураб належной лады и войска, и весь белорусский народ, за стойкостью веры и мужностью в выпробованиях, и верность своему народу всех нас. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за братов наших, святоров, диаконов и монахов, и всех братов и сестер наших во Христе. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за годных памяти, за основанников этой святой церкви, и за всех ранее душевных отцов братов наших, какие тут и на кожном меньшем месте спашивают. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за все человечество, якое терпит с причины поширения пандемии, и за всех бездопоможных и разгубленных, за хворых и за тех, кто дана им служит. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Еще молимся за доброчинцев этой святой церкви, за тех, кто приносит дары, працует и скрывает ее, и за всех тут присутных людей, які чекають Тебе багаття Твоего змилования. Господи, смилуйся, Господи, смилуйся, Господи, смилуйся. Бог ты милостивый, человеколюбный Бог, и Тебе слава Твоему Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Еще с упокою Господу помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, спал, стережи нас, Боже, ласкою Твою. Господи, смилуйся. Мудрость, как мы будучи, за все это такого Твоего могутную ладу, Тебе слава Твоя, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь. Мы
архиепископа Францишка Папы Римского, достойного архипастроленного боголюбного владыку нашего, архимандрита Сергея Пошестных святоров, диаконов Христе все духовенство, Богом стираженную краину нашу Беларусь, уратно нежные улады, с основанием доброшинцев этой святой церкви, вас и всех правоверных христианов, а вспомнить Господь Бог у своем молодарстве, на все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Как нам принять угодно всех, Якова не бачно, сопровождают ангельские силы. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Дополним молитву нашу Господу. Господи, смилуйся. За принесенные почестные дары Господу помолимся. Господи, смилуйся. Милосердностью одинародного Сына Твоего, с яким благословен Ты, Твое все святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усім. И Твоему духу. Будем любить один одного, как нам однодушно вызнавать. Отца и Сына, и Святого Духа, Тройцу одиносудную и нераздельную. Через велику мудрости письма уважливые. Веру в одиного Бога Отца Всемогутного, Творцу неба и земли, башного всего и небашного, и у одиного Господа Иисуса Христа, Сына Божьего, одинородного, от Отца народженного перед всеми веками, светло от светла, правдивого Бога от правдивого Бога, народженного, неоспоренного, одиносудного зайцом противого все стало быть. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, взошел с неба, приняв тело от Духа Святого и Марии Девы, и стався человеком, был укрижованный за нас при Понским Пилате, терпел и был похованный, и на третий день воскрес згодно с Писаниями, и зайшел на небо, и сядет по правой руце Отца, и знов придет в славе судить живых и мертвых, и Его владарство не будет конца. Веру в Духа Святого, Господа животворчего, який от Отца походит, якому належится поклонение и слава разом за Отцом и Сыном, який говорил про пророков, в одиную святую повсюдную апостольскую церковь. Вызнаю один хруст для отпущения грехов, чекаю воскресения мертвых и життя будущего веку. Аминь. Станем добро, станем со страхом, уважливо, святое верование в мир приносит. Дар миру, ахвяру, хвалы. Ласка Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и супольность Святого Духа, хай будуть з усіми вами. И с Духом Твоим. Узнімем угору серце наше. Мы узняли
прославлять Тебя, славить. Тебе дякувати на кожному місці Твоего володарства, бо Ты Бог невыказный, нестостигальный, ни ваш недоступный, Ты засюду існуєш и застаешься Той самый. Ты единородный Твой Сын и Дух Твой Святый. Ты привел нас с необычного до бытия, и когда мы упали, снова поднял, не переставал ранить все, как возвести нас на небо и даровать нам Твое будущее володарство. Деля этого дякуем Тебе и Твоему единородному Сыну и Духу Твоему Святому. Дякуем за все добродействия, вядомые и невядомые, явные и тайные, якими Ты нас обдарил. Дякуем Тебе за эту службу, яку Ты захотел ласкаво принять с наших рук, хоть перед Тобой стоять великие множество архангелов, безліч анgelов, херувимы и серафимы, шестикрылые шматвоки, які, узнявшись высоко на крылах, первоможную песню пять воскликающие, призывающие и кажущие. Святый, 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 Господи, небо и земля полные хвалы Твоей. Госанна на вышинях, благословенный Той, кто приходит в имя Господняе. Госанна на вышинях. Даруйте, ешьте это тело мое, что за вас ломится для отпущения грехов. Аминь. Так само чашу после вечери кажучи. Пейте, з'їсте, это кровь моя нового заповету, что за вас и за многих проливается для отпущения грехов. Аминь. Мы ж памятующих это избавление заповеты, все, что для нас давилось, крыш похования, воскресения на третий день, сохлодное посетение по правой руце, другое славное присте. Приносим Тебе Твои, деля всех и за все. Тебе хвалим, Тебе прославляем, Тебе дякуем, Господи, Израиль, и молим.
помощь, вспомни, Господи, святого Отца нашего, сусветного епископа Франтишка, Папу Римского, и достойного архипастора Леонарда Боголюбного, владыку нашего архимандрита Сергея, заховай пресвятых Твоих церквах, усупокой, целости, доброй славе, здоровья и долголетия, как и они могли верно научать нас словом Твоей правды. И дай нам одними устными, единым сердцем славить и выхвалять Твое божественное величное имя, Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Нехай будут милости великого Бога, избавцы нашего Иисуса Христа, со всеми вами. И с Духом Твоим. Вспомнивши всех святых Еше, супокой Господу, помолимся. Господи, смилуйся. За принесенные, священные, божественные дары Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Как человеколюбный Бог наш, принявший их на свой святый небесный духовный охвярники, как мы слово и духмяность духовную послал нам за свою Господу ласку, и дай Святого Духа, помолимся. Господи, смилуйся. Как нам выбавиться от всякого гнева, сумма и недостатку, Господу, помолимся. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавь, и стережи нас Божию лаской Твоею. Господи, смилуйся. Весь этот день был доскональный, святый, мирный и возвышенный, Господа просим. Дай нам, Господи. Даем спокой верного наставника, опекуна души, телом наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Пробощение, тушение грехов и провинов наших, у Господа просим. Дай нам, Господи. Всего, что доброе и корыстно для душ наших, и супокой до свету, Господа просим. Дай нам, Господи. Как дальнейший тяг жития нашего, супокой и покаяние провести, у Господа просим. Дай нам, Господи. Христианского конца жития нашего, дозвольного, христопорного, спокойного и доброго, отказного, страшного суде Христовым просим. Дай нам, Господи. Просившие одинство веры и сокольности Духа Святого сами себе один одного, и все житию нашу Христу Богу отдай нам. Тебе, Господи. Израви нас достойными владару, с волным навером без осуждения, смей звертаться до Тебе, Бога Небесного, и отдай Царь и казать. Отче наш, который есть в небе, святится имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, а избавь нас от зла. Вот Твое владарство и сила и слава Отца и Сына и Святого Духа, теперь и завсёды и на веки веков. Аминь. Мир усим. И Твоему Духу. Хвалу нашей Господу скрипите. Тебе, Господи. Господи, с небес, обратившись, и голосом, и перед телами, перед того всего, Бога, и просил дорогу, принеси на эту дорогу святого наставника, Павла для потребы. Господорожниками поморы, сильные поветры, остави хоров, лекарю души тела, лаской, милосердностью, человеколюбством, одинородного Сына Твоего, диким благословенный Ты, Твой, все святый добрый животворший, будь теперь и завсёды и на веки веков.
и смилуйся надо мною. Будь уважною, святые речи для святых. Один святый, один Господь, Иисус Христос, на славу Бога Отца. Аминь. Хвалите Господа с небес, хвалите Его на вышинях. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Веру, Господи, вызнаю, что Ты соправдый Христос, Сын Бога Живого, что пришел на свет избавить грешников, всяких я сам грешник. Веру так само, что это соправды Твоя святая тело и божественная кровь. Молюсь о Тебе, жалься надо мною, и даруй мне мои провины, вольные и межвольные, якие я зробил словом и учинком, святого и несвятого. И дай мне без осуждения принять Твои святые тайны для отпущения грехов и лица вечного. Зроби меня сегодня, Сыне Божий, удельником Твоей тайны вечеры. Я не зраджу ворогам Твоим тайны, а не дам поцелунку, як Иуда. Але разбойник, вызнаю Тебя. Вспомни меня, Господи, в Твоем благодарстве. Нехай принятие святых Твоих тайн будет мне не на суд рассуждения, але для оздоровления души и тела. Со страхом Божьим, верою и любовью подыходьте. Благословенный Ты, кто приходит в имя Господня. Господь Бог Иисус явился нам. Тело Христово примите, покажите, приняйте нестеродности. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Тело Христово примите.
Збав Божа людей Твоих и благослови набыток Твой. Мы бачили правдивое свято, приняли Духа Небесного, знаешь ли веру правдивую, поклоняемся нераздельной Троице, боя на нас бавила. На все часы, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Хай ваши усы будут полны хвалы Твоей, Господи, как нам пеет славу Твою. Бо Ты зробил нас достойными быть судебниками святых Твоих божских несмиротных животворчих тайнов. Заховай нас у Твоей святости, как нам весь день научаться Твоей справедливости. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Устаньте, отымавши Господи святые, всячистые, несмиротные, небесные, животворчие, страшные, преступные тайны, достойно подякуем Господу. Господи, смилуйся. Заступися, сжалься, избавься, стражи нас Божию ласкою Твою. Господи, смилуйся. Попросивши, как бы Ты весь день был досконалый, святым мирный и госвешный, сами себе один одного, и все житие наших Христу Богу подаемо. Тебе, Господи. Вот и освящение наше, Тебе славу отдаем, Отцу и Сыну, и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Ходим с миром. О, имя Господня. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Господи, ки благословляешь Ты, что благословляет Тебе, свечаешь Ты, что складает на Тебе надею. Збав людей Твоих и благослови набыток Твой, заховай в целости церкву Твою, и освети Ты, что любить красу дома Твоего. Ты послал Твою Господу силу, и не покинь нас, и сподеемся на Тебе, даруй спокойствию свету, церквам Твоим, нашему белорусскому народу, дальшим ладам нашим и всем людям Твоим. Пусть всякое доброе дарение и дар досконалый заходит сгорать Тебя, Отца светла. И мы Тебе славу, подяку, поклонение даем Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсёды, и на веки веков. Аминь. Господу помолимся. Господи, смилуйся. Со светлым владару, сподвижный Боже, Ты весь свет створил и законы до всего установил, кожному место призначил, а род людский так Господь полюбил, что Сына Своего Единородного послал на землю, как все слухали Егоную науку и души следом за им. Вошли в Твое небесное владарство, мы, дети белорусского народа, як могли слухались Твоих загадов, а деле человечей слабости часто падали, изневажали Тебе своими грехами. Теперь молим Тебе широ, даруй нам наши провины, нашу недбайность в относинах до себе и до інших. Даруй так само тим, хто к людям нас изневажал, борони нас от крюды ворожия, и дай нам, ворогам нашим, духа соправдной христианской любови, дай нам едность веры, згоду в громадским семейным житті, загаї наші особистые народные раны души, які ми собі самі учинили, або от неприятеля отримали. У нашем штоденном житті освіти наш розум Твоим евангельским святлом, как мы заховывающие Твои приказания, перемогли все тяжкости и терпения, и завсёды Тебе благословляли. Пошли белорусскому народу верных слугов своих, які праведным, сумленным и мудрым житем и деятельностью вели б яко далече доли. Дай нам святое духовенство, благослови наши семьи,
как у кожного з їх дбалий батька і вірна мати, слушні щирою святою любов'ю, виховували тебе на славу батьківщині на користь своїх діток. Особливую ласку дай молоді, як яна отримала глибоке християнське схитування і виросла на корисних синою дочок свого народу. Благослови наші дошасні достатки, не дай гинуть марно тим талентам, які ти посилаєш в наш народ, але дай їм свободно розвитися і закрасувати тебе на славу і всьому людству на користь. Благослови працу селянам на ролі работникам на фабриках, ученых, письменникам, мостаков, как с їхней допомогой белорусский народ мог разумно и пригоже жить и развиваться. Тебе, Всечистая Богородица, и наша Небесная Мать, просим, покрой нашу краину Твоим святым покровом, и будь нашей опекункой и заступницей, и Ты, святая Ефросинья, осветница Беларуси, и все святые заступники белорусского народу, молитесь за нас неспынно, как мы стали с народом святым, и выполнили волю Божию свое посланство. И как мы унесли свой уклад у огульное добро тут на земле, а у пришлом житті отримали вечное счастье, неспинно отдавали славу, пошану и поклонение Богу, Тройце Единому, Отцу и Сыну и Святому Духу, теперь и завсюду и на веки веков. Константинопольского, молитвами святого Иозафата, арцебископа Полоцкого, молитвами мучеников Гиацинта и Амельяна, молитвами святых славных и ровных апостолов, наставников славянских Кирилла и Метода, между святыми отца нашего, Кирилла епископа Турского, святой Мати нашего, Фросине Полоцкая, осветницы Беларуси, всех святых заступников белорусского народа, молитвами святых и праведных Бога, отцов Якима и Ганны, а измилуйся над нами, избавит нас, Бог добрый человека любит. Аминь. Христос спасет нас. Могу. Тихо и ветло.
Ты наш народ, песню славы заспеваймо, мучеников хваляймо. Ой, Азафате, в битве и в короне. Мы Тебе кличем, могутный патроне. Слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже, слава Тебе, Боже. Дякую Тебе, Господи, Боже мой, что Ты не откинул меня грешного, але полечил достойным быть удельником Твоей святостью. Дякую Тебе, что Ты удостоил меня принять Твои святые дары, але человеколюбным владаром, что для нас помер и воскрес, и даровал нам это страшное и животворчее тайны, для добра и освячения души и тела. Дай, каб яны были мне для оздоровления души и тела, для прогнания всякого супротивника, для просветления очей сердца моего, для супокою душевных моих сил, веры непохисной, для щирой любови, для исполнения мудрости, для захования Твоих заповедов, для повеличения Твоей боской ласки и для осягнения владарства Твоего. Каб я захований ім'я Твоєю святості, був завжди пам'ятний Твоєї ласки і жив уже не для себе, але для Тебе, нашего владара и доброчинца. И закончивши это життя в надії життя вічного, досягну непроминального супокою, где безупинно чутный голос святых, и панує вічна радость тих, що оглядають невиказану красу твару Твоего. Бо Ты соправдное ожидание, и невыказанная радость тих, что любят Тебя, Христе Боже, и Тебе все створение Твое, славу про все веки. Аминь. Вечный Боже, что не охочешь смерти грешника, але ожидаешь, как навернулся и был живым, и який послал для нашего избавления одинородного Сына Твоего, який нам наказал: просите, и будет дадено вам, шукайте и знойдете, стукайте и отчинить вам. Да Тебе припадаем с крушливым сердцем, и слезьми молим Тебе. Не суди нас, але милостиво отверни от нас праведных гнев Твой, и судишь смертоносную пошесть, что в этот час род людский дочасно не бы мечем сяше. Змилуйся над нами, Господи, змилуйся над нами, избавь людей Твоих, как жили здоровыми по воде Твоих приказаний, и прославляли имя святое Твое. Заступися и заховай от этой згубной пошести нашу батьковщину и наш народ, правды всех, что стирают целость и спокой нашей краины. Выбери этот город и все города и вёски. Змилуйся и наведай тих, что терпят от этой хворобы. Подними из ложа немочи и дай мне здоровье души и тела. Душишь Ты, что от этой хворобы правой верой и надеей воскресения уже спочили. Супокой святыми Твоими, где нема ни болью, ни суму, ни плачу, а лежит все бесконце. Молитвами на Святейшей Богородице и заусюды Девы Марии, заступницам святых бестелесных силов и ангелов-охотников, ласкою человеколюбством одинородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, якому належится всякая слава, пошана и поклонение, разом за вечным Твоим Отцом, и за святым, добрым и животворчивым Твоим Духом, теперь и завсюду и на веки веков. Аминь.